имеете право раздавать вот решение суда. Вы кто? Вы сотрудник полиции или судья? Скажите, пожалуйста. А вы кто? Я правозащитник. Ну, хорошо. Да, журналист. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы раздаете в коридоре суда решение суда? Скажите, пожалуйста, почему судья не раздает? Не считает права, то, что они там депортированы, выдворены, оштрафованы. Вот как понять, да? Вот за сколько минут вас, подождите, за сколько минут вас тут судили? Сколько вас было? 5 минут. 5 минут? Сколько человек вас? 15 человек? 20 человек за 5 минут, да? Считаете нормальным? 22 человека за 5 минут? Очень интересно получается у нас. Судебный у нас очень прикольный. Да? Тоже они потеряли, они были настоящие. Ну и что вы это обжаловать можете? Мне интересно за 5 минут решение давать. Мне очень интересно. Значит, не мы решение выносим. А не подождите, за 5 минут? 22 человека? Вы на каком основании даете решение? Скажите, пожалуйста. Вы мне скажите, пожалуйста, решение. Это копия. Да какая разница копия? Им читали, что вот вы гражданин, вы выдворены. Вам читали, суд зачитал вам право, что вы выдворены на 5 лет там со штрафом? Вам читали это, говорили? Судья сказал, кому из вам сказал? Вы судью видели после этого? Он говорил, что они выдворены и штраф? Да, и штраф. Судья им зачитала в зале? Судью вы видели после того, что как она зашла к себе в кабинет? Больше не вышло. Что вы? Вам верить двоим или вот 22 человекам? Скажите, пожалуйста. А что вы на меня так смотрите? Не нравится что-то? Красавчик. Не, что красавчик? Не, ну это правильно разве в коридоре давать? В коридоре прикольно, да, в коридоре давать? Не знаю, зачем вы в коридоре стоите. Не, а в коридоре раздавать решение суда прикольно? Вы считаете правильно эти? Не знаю ничего вообще. Ну, если не знаете ничего, тогда... Мне просто интересно, как решение суда дают в коридоре. Это правовой демократический светская страна называется, по имени Россия. Да. Да, интересно мне очень знать. О каком правовом государстве можно говорить, когда решение суда дают в коридоре? Штраф 5 тысяч даем, давай. Штраф 5000 и выдворение автоматически на 5 лет. Да. 5 тысяч штраф, нужно 30 суток и выходить отсюда. И мне интересно, как они решение суда дают вот именно здесь. Очень прикольно. Всем раздали? Нет, все. Я кому-то считал. Знаешь, судья сказал, переводчика потребуйте и адвоката в городском суде, да? Только не здесь. А как судью звали? А где? Они же... А почему здесь не предоставили им адвоката и переводчика? Скажите, пожалуйста. Как отказались? Кто из них? Кого? У вас спросил судья? Переводчик, там, адвокат? Он спрашивал, ходатайство... Я не знаю. Спрашивал вы услугу... Предложения, заявления у вас есть какие-то? Ага, вы думаете, они русский язык знают и поняли, что, о чем она сказала или он? Вы считаете правильно? Я понимаю, что слово «да», а что-то... А вы отличаете, что простой русский язык отличается от юридического русского языка? Вы согласны со мной? Юридический термин – это совсем другое. Я вас спрашиваю прямой вопрос. Да? Ходатайство, да. Ходатайство. Кто знает, что такое ходатайство? Давай возьмем с этого. Вы знаете, что такое ходатайство? Вы правозащитник? Да, я правозащитник. Видите, вы, значит, да? Я знаю. Понимаю, что вы правозащитник. Да, я знаю, что Теперь такое еще ходатайство. раз говорю, например, я не знаю, вы являетесь судьей этого суда? Нет, я не судья. Я понимаю, поэтому, когда вопрос задается, если человек отвечает «да», наверное... Нет, подождите, кто из них знает, что такое ходатайство? Вот слово ходатайство они первый раз слышали. Все слово «да». А что да, нет, что он может сказать? Что сказать? Спрашивали, вы спрашивали, вы спрашивали, нуждаются они в услугах адвоката или переводчика? Вот смотрите, вы в суде, вы говорите, что они уже, хорошо, мы в суде находимся, но они же, вы говорите, что подписали в отделении полиции. В отделении полиции их спрашивали, что они нуждаются или нет? Извините меня, извините меня, в отделе полиции дело не то, что там спрашивали, их даже были еще здесь спрашивали. Здесь должны были спрашивать. Адвокаты? Переводчики? Кто видел? У вас был переводчик? Вы видели адвоката-переводчика в суде? Кто-нибудь видел? Когда составлялся материал, видимо, у них спрашивали. Кого спрашивали, в услугах адвокатов нуждаются или переводчиков? Вас не спрашивали? Если они не понимали в этот момент, их спрашивали. А
Нужен ли вам переводчик, если они говорили? Вы да твердите или нет? один человек, что он не нужен, а тут мне твердят говорю, что он 22 нужен. человека, что есть. А у них Вот спрашивали, скажите, это прямо пожалуйста, назвали. вот объясните, пожалуйста. Да, что вы хотите? На это Здрасте. подписали. Очень здрасте. 5000 штраф. Да, сейчас тебе. Снеди. Аз кори ки рӯзи 13 октябр нисбати ту шуда гузашт лутфан нақл кун ки чӣ гап шуд, чӣ кор шуд он рӯз? рӯзи 13 дар пеши хонамон зиндагӣ мекардам. Магазин рафтум омам ки мошини милисоам хилман кардам. баъд пурсид дуҷатора ишон додам. гуфтам ки ман хел рӯзи 18 октябр ман суд дорам. ман номери городской суд ҳастай. ҳо мара телефон кардагӣ буданд ки времяда шумо суд дорем. кас гуфтам милиса яке биқапа мара ягон каси дига ман чӣ ҷавоб мегӯям? ки шумо мода занг бизанед мо мефаҳмонем, шуморо ҷавоб метаҳам, шуморо хел ҳақ надорам ки барам мисол отделение ё ягон ҷо чӣ кунем, муроҷиат кунем ба мо. гирифтан мара отделение бурдам. ман гуфтам ки на когази суд на номери телефон гуфтам ки миги хайр ҷавоби те мара мега ки не намешавад, ту бояд мерафти кадом отделение буд? отделение ОЕД Теплистан. Оводи Теплистан буд. Теплистан қарибиш чи метро Трапарева. метро Трапарева қарибиш буд. баъд бурдам, баъд вақте ки отделение дар расидем, баъд ман телефон кардам шумода. шумо гуфтум ки ҳами хел ҷо вардагиам мора. баъд шумо вақте телефон кардем, хеле чикесай мега дод зесай снимай тари матра инҷа мешунонам, намебурӯи спецприёма мебарам, ту баи чӣ кардагӣ, ту мара хеле гапои чӣ задӣ. Ту фақат барои ки манда занг зади шумо? барои ҳами мара чӣ карданд, начальникош омаданд, гуфтанд ки ту хеле гапи чӣ задай, мотра чӣ мекунем, маҳкам мекунем. Чӣ гап задай масалан? ҳатто консул телефон кардай, мора хеле гапои чӣ задиям, мотра маҳкамат мекунем. ман гуфтам ягон гапи чӣ назадам, ман гуфтам телефон кардам ки мана ёрдам кунам, гуфтам ман хел бояд суд дорам, гуфтам ина чӣ коғазош ҳастай. хел дига мара нафаҳмидам. кама ба дар кардан гирифтам, камера хунук дадро овардам. гуфтам ки ман хунук мехӯрам, иҷа хунукай не ту ҳамиҷа мести, хел бира биё дами калидор гарм мешай. издеваться карданд. мотра ҷавоб наметем, ту хел бояд чӣ кунӣ. Фақат барои ки консулда занг зади? барои ки консул Яъне манда? бале. баъд дар кӯша мезанем, хеле чӣ мекунем, издевац хеле мефора мекунем, каздам чӣ мекунӣ, бира гап зан. курткама наметаҳам. баъд 1-2 соат 3 соат гузашт, гуфт ки гуфтам ягон авқот ягон чиз наметем бихӯрем, гуфт нея. баъд омад бо чанд соат дига гузашт, гуфт ки ҷа подпис мекунӣ, баъд авқотат метем. ман гуфтам ки ман намекунам подпис, ман чӣ ба подпис мекунам. гуфтам ки шумо нисбати ма ягон гапи чӣ боша бо айсар ягон чӣ дигара дар чӣ ман бинависем. гуфтам ман намекунам подпис. баъд намекунӣ, гуфт хай наметем тавқот. хеле як рӯз гузашт, баъд бо смена дига шид. Яъне хӯрок ба ивази подпис? ба ивази подпис, бале. баъд бо смена дига шид. гуфтам ки хай намеёрем ман ягон чиз бихӯрам. яъне ту чӣ дод мезанӣ, чӣ дара мезанӣ, ту дебили, ту иҷа ресторане туда, иҷа батра чӣ ай, кай кишида баъд меёрам. ба як зӯри чӣ мекунӣ, ман наметавонам до пурам кай кишид, баъд меёрам. соати 3-4 мешавад, баъд кам тарак ҳама овқотам меёранад. як печени дига сухарик бурдем, хеле издеваться мекунам, хеле чӣ мекунам ки ҳаҷонат безор мешавам. камерани чӣ ани мегӯям бикшанам барида осунай. ҳола мегӯям чӣ ай. мегӯм хай телефон мабита як занг бизанам, як кас ман авқота як чиз биёра. не наметавонам мега. мои хеле мумкин нестай. кошам мезанем, мекишемед мега. ти ҳичка снести, ти ҳичка намеай байпишт, ти гап намезанам. ти ҳич каси барои мора. чӣ хеле бифорамон мекунем. дига чишон мегӯи, дига гап зада намешава бора. мо ҳами кори мо ҳами ай.
ты нарушение кадаги мегум, чи нарушение кадаги мегум, майна суту мина номер телефони суту. нарушение همین که من در زنگ زده شد. نو من گویا که یک شما در زنگ زده‌ایم برای انمی یک باره چاپ گرفتن. بعد همین چند سه روز بدید اونجا سه شبانه روز بدید. کدام سه روز پس یکون چی آوردن باشه شما؟ بعد آوردن کم ترک یک آقود چی آوردن اون را خوردیم گفتم که خیلی من میبرم گشنه گیدم گویی چی نمیشه و گو انا میخیل میستی انا میخیل توقت میکنی اینجا رستوران نیست تا میگه تو دیبیلی میگه تی دراکی چی تو میگه خیلی که میفورمون نمیخیل گویی جا عدلین یه جا چی های انا میخیل قطیمو گاب میزنن یه چی شو میگی میگم خیلی تلفن البته تلفن کنم آقوتم بیرون یکون کس نمیتون میگه یعنی بعد سه روز شما را جواب بعد سه روز بود که پودپیس میکنی جواب میگه اگر نکنی با هم خیلی گشنه میمونی میمری دیگه چه خیلی میکنی الان خیلی میمونی جواب نمیتیم کی بود همون نفری که شما را دژور نشست کی بود مایور انا نامش هم کم تغییرم رفت یک مایور بود مایور پلیس همون گامیزه که گفت همون گامیز الکساندرویچ هم خیلی گامیز الکساندرویچ بله یعنی شما را فقط این عذابا را تحمیل دادن فقط به خاطری که شما من در زنگ زدی و من اونو در زنگ زدم. بله بله. خب تشکر زیاد. مراجعت من به رئیس جمهور رحمان اساسگزار صلح و وحدت و پیشوای ملت تاجیک، شما از نقل این فرزند تاجیک شهروند تاجیکستان چه خلاصه برآوردید من نمیدونم، ولی باور کنید وقتی که صدها نفر در روز زنگ میزنند و از یک چنین احوال خبر میدهند باور کنید آدم جگر پارا پارو میگردد. با امر تقدیر 25 سال است که شما رهبر کشور هستید. برای خدا برای یک هفته رستم امامعلی یعنی فرزند خود را این کشور بفرستید تا برای یک هفته در این کشور باشد تا عذاب و عقوبت این نان آوران خانه را برده به شما نقل کند و شاید که شما یک قرار قبول کنید. و گذشته از این معلوم است که اقتصاد کشور، پیشبرد این کشور، پیشروی کشور همش در گردن این فرزندای مهاجر کشور است که زیاده از 2 میلیون در کشور فعالیت میکنند. ولی شما خودتون خوب درک کردید که مناسبت مقامات روسیه نسبت شهروندای ما چگونه است. باور کنید من گمان میکنم که شاید هیتلر در زمان جنگ مناسبتش نسبت دشمنا نسبت یهودا و اون هولوکاستی که بود بهتر از آن بود که امروز یک فرزند تاجیک 3 شبانه روز بدون آب و دان در حبس محکم میکنند فقط به خاطری که در کاغذ امضا ماند که گویا اینکه عیبدار است گناهکار است. اون شب بسیار در یاد دارم وقتی که ما به پلیس خانه زنگ میزنیم من خودم را همچون کنسول معرفی میکنم چون که غیر از این اونا صحبت نمیکنن. باور کنید وقتی من خودم را کنسول گفتم یک مناسبتی درشت و دغلی مایور پلیس گامیزا الکساندرویچ را حس کردم که اون با تمام لفظهای قبیح ما را دشنام داد فقط به خاطری که ما کنسول گفتیم. یعنی معلوم میشود که اینجا نه سفارت نه سفیر نه کنسول هیچ قدر و قیمتی ندارن. و ببینید نگاه کنید یعنی این دستار که میبینید همین دستار است که اقتصاد کشور ما و شما تأمین شده ایستاده است. اگر این دستار نباشد خدا میداند که احوال کشور ما چی میشود. خب مراجعت من به سفیر جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه آقای امام‌الدین ستارov و کنسول جمهوری تاجیکستان در روسیه محترم اشرف گلوف ببینید احوال مردم چگونه است. یک بار به خود ببینید غیر از کاغذ فروشی که 2 میلیون شهروند کشور ما در اینجا خوار و زار حیران است باز دیگه کارهای هست. من از شما خواهش میکنم آقای اشرف گلوف وقتی شبانه با همسرتون در جاگه گرم خواب میروید یک بار فکر کنید که فرزندای ملت تاجیک که انا همون گرمی خانواده شما را تأمین میکنند و تمام دغدغه های شما از روی اینا هست در زندان خنک در خانه خنک در خانه سرد
дар ана ҳамин аҳвол аст. як бор ба худ биёед. ҳатман шумо фарзанди одамед ва ҳатман номусиам доред. илтимос ҳаддиақал дар рӯз, дар шабона рӯз 2 соати худро барои хидмати миллату фарзандои тоҷик сарф кунед. барои 2 то халабонашон тарафи Русия, ҷониби Русия қариб буд ки баъзе ҳарбишона барои нобуд кардани ҳукумати Тоҷикистон бифрестанд. барои 2 та халабон ки ҳатто шармандии Русияро надоштанд. имрӯз ҳазорҳо нафар фарзанди тоҷик дар зиндонҳо бастаанд. дар зиндонҳо бидуни гуноҳ, бидуни кадом гуноҳе дастгир шуданд. вонора мисли фашизм бовар кунед беҳтар аз ино буд. мебаранд зиндон мекунанд ки шумо бояд ин коғаза даст монед. мо занг задем, суҳбат кардем, бовар кунед бо муносибати дагали полисои рус рӯбарӯ шудем. бинобар ҳамин камтар ба худ оед. бибинед аҳволи мардума, камтар кор кунед. илтимоси ман аз шумо ҳамин аст. Сандов, кто Сандов? Ты Сандов, да? Вот вы находитесь здесь, да? Кто у вас здесь хозяин дома? Володя? Володя. Володя, как его зовут? Фамилия как его? Ну, фамилию не знаю. Что он с тобой сделал? Он стрелял. Покажи, где стрелял. А за что он стрелял? Он сказал, все, будете бесплатно работать здесь. Платно работать будете, да? Все будете делать. Стяжку и шпаклевку вот сделали. Все сделали бесплатно. Он говорит, еще 47 тысяч вернете. И потом я вас отпускаю. Паспорта взял. Ты сколько работаешь уже здесь? Уже 22-й день. 22-й день? А за что он выстрелил? За то, что ты хотел убежать, да? Да. Паспорт взяли, украли, убежали, и мне посредник принес сюда. А вот товарищи, они тоже в таком же положении? Да. Как вы попали в рабство? Как так Ну, получилось? я не знаю. Этот посредник принес нас сюда. Он знал, что такое здесь случится. А Вот последний кто? Как его зовут? Рухула, он тоже таджик. То есть вам обещали работу? Да. Привезли Обещали, сюда? привезли, вот сделали. Ничего не получили. Вот пуля получили. Я сказал, да, больница, это надо оперировать. А пуля там так и осталась? Нет, Это травматический. травматический. Да, он сначала голову поставил, потом сюда и сказал, ухо отрежи, если не будешь все делать. Как тебя зовут? Махмуд. Махмуд, показывай, где ты живешь, где что. Пойдем. Вас сколько ты человек? Раньше было 4, потом они ушли. Один ушел, не понравилось, ушел. Потом у нас такой... А ты тоже с Махмудом также попал, да? Да. Они сначала приехали сюда, потом мне звонили, набирали и сказали, что я буду такой работать. Здравствуйте, Они не дают, позднее или не дадут, не возьмут. Ладно, что вы мне все сделали. У нас каждому по 3-4 детей. Что он говорит, мы кормим уже, кормить бесплатно. Как кто будет работать здесь? Вас не разрешают на улицу выйти? Не, Вообще? паспорт У нас взяли. нет, это документ, что вы вышли на улицу. У меня 25-го должен был я платить, патент он забрал, нет, не платили уже, вот все. Придется домой, это они депортируют. А бинт можете снимать, показать нам как? Двадцать второй день уже мучаюсь я. Махмуд, что это за человек? Ты его знаешь? Да, он здесь, он мне сказал, что хозяин сказал, что вот он обещал бетон заливать. Он сказал, да, он обещал. Ну, не обижал тебя? Он не обижал Не меня. обижал? Не знал, что ты в рабстве находишься? Он знал, все знал. Ну, вот говорят, знали вы все. Не знал, что он в рабстве находится. Не знали, что в рабстве? Я сказал, это надо зашивать. Они сказали, машина нет. У него 7-8 машин. У нас 7-8 машин. Да. Хорошее дело или нет? Ну что, обычно рано.
Я не знаю, если ранее ни разу не видел. Ну причем тут рано не рано, человек в рабстве, его Он почему без рано раз, не без стреляют? Из паспорта забирают и не дают людям никуда уходить. Да откуда я знаю, где какие паспорта? Паспорта Вы не взяли. знаете, да? Он Нет, тогда не знает, говорите, все пожалуйста. Люди знает. находятся в рабстве. Все знает. И это Володя ответит за это перед законом. Знал он все, да? Да, все знал он. Ну как так? Ну человек говорит, знали вы все. Все знали. Да, скорее всего, он прораб его. Скорее всего, он его прораб. Я не прав. А вот эти вот люди. Вместе не... Скажите, знал он то, что вы в рабстве находитесь? Да, знал. Да в каком что рабстве, откуда я кто- ничего не знаю? Кто принес нас, все знал он. Все знал. Ну, сейчас у вас есть телефон, Володя? Вызовите сюда его, пожалуйста. Да, давайте. Будьте добры. Хорошо? Антон. Валь, ты тут снимай. Бачай кишмуру вардаге, бачай тоджик вардаге. Шума гуджо машина тоджикистан. Все черта Аму задал. бачай тоджик задал вардагта. Шума бачи саба бачай грехтен. Мы паспортом нагирит, паспорт имана гирифтим грехтим. Бо капидо. Шума да иджа чи махул нашед ки грехтен аҷа. Гамтон Инҷа моя срев кар пулмона надодохи. овар корфармон фиревка пултона надо. Шума грехтен. Бо рафтан қабидан гирифтан Капида овардан. овардан хели карта сарумон гуфт гуштаме бурун. Ҳамин бачаи тоҷик рафт шуморо қабида овард. Ами тоҷик рафта капида овард. И тоҷик айҷотун аст. Айҷомона. ҷошон аниқ медони ай тоҷикистон ай ҷош. Снимать тут не надо, тут никакого рабства нет, вы же видите, правильно? Ну, у людей забрали паспорта. Нет, я не мой. Их обратно привез, да, и в избежание несчастных случаев просто-напросто. В ногу вы прострелили. Никому никто не стрелял. Вот там вот Что, такая о чем дырка в ноге. Ну и что? Кто стрелял? Да ты что, ты сейчас, ну снимать не надо, я Чего не знаю, стрелял? вот так Чего не надо. Пистолетом сначала голову Да поставили ты что, здесь, ё-моё? потом ногу стрелял, сказал все бесплатно. Ну а зачем врать-то? Я объясняю. Стрелять в ногу извини. зачем? Да никто ему не стрелял, он может Стреляли, где-то здесь зачем? поранился. Здесь Это правда он сейчас, я сидит. говорю, сейчас я наговорю что угодно, да. Я Видео говорю, так он заряжал, нет Кто? еще 5 Кто? свидетелей. Пускай Вы придут, сами. скажут. Вот я был. да ну это, выстрелил, да? Выстрелил, да? я говорю, Паспорта-то вернут вообще людям? я не верну паспорта, как это? Я... Вы, находясь в летнее время, 25 июня, были залоги. Вас отправил туда гражданин Таджикистана, поскольку мне известно, я с вами разговаривал. И в результате, который, значит, сегодня вы, один из вас уже получил, благодаря вот я даже пули, вот, сюда на наше получил огнестрельное ранение. Вот в таких случаях, нормальный себе уважающий человек не домой едет на родину, а добьется своих прав. На родине там кушать нечего. На родине там вас никто не ждет. Потому что вас с родины привезли сюда, ваш таджик, который со мной, который таджик, и в данный момент он даже в телефоне своей не берет. Поэтому готовьтесь к тому, что мы все вместе пойдем к прокурору, заставим прокурора, чтобы человек, который принимал оружие, он будет сидеть в тюрьме. А кто вас будет лечить? Мама ваша будет лечить? Мама должна все лечить, да? А он не будет лечить. А он что, бандит разве? Он бандит был? Он говорит, я бандит, да он русский сам, Вова? Да. Или он украинец, Западная Украина приехал. В России тоже диктует свои права, диктаторские свои. Скорее всего, он украинец западный. Он не русский. Русский человек это добрый человек. Он не таджик. Поэтому мы все вместе будем решать то, что необходимо сегодня. Будем сейчас говорить с вами. Сайт центральный у нас работает, газета работает, руководство Таджикистана в курсе. Начальник ГУВД уже в курсе. Прокурор будет в курсе. Мы будем вас помогать. Потому что если вы начинаете идти в тень, то следующий будет, да, остальные также таджики. И плохо закончится. Так нельзя оставить. Поэтому вам надо будет мужество найти, в первую очередь. Мужики правильно жили? Да. И так, кажется, у вас сколько детей? 3 детей? Да. У тебя один ребенок? Трое. У тебя? И 3 человека, находясь долгое время где? В рабстве. Ну а почему бы так, вы сами скажите? Как вы сюда приехали, в Таджикистан? Для чего приехали? Зарабатывать. В Россию, да? Да.
И вам деньги не платят. Кто сказал, если ты убежишь, еще может уши твои отрезать? Да, Что, что? отрезал, сказал. Кто сказал? Ну это Вова. Если побежишь еще раз, я тебе уплачу. Вот здесь будете 250 лет работать бесплатно. 250 лет, да? Он что, группа Галустяна, что ли? Не знаю. Работы будет бесплатно 3 года. А если вас вот сегодня диаспор не освобождал, что было бы с вами? Ну он был бы, что делать? Вот сейчас вы по ночам звонили, вот помогите нас. Дедушка приехал здесь вот с бородами, в тюрьме сейчас. Куда вы больше обратились бы, если вас? Вот, если диаспора не пошел к вам навстречу? Вот канал ТВЦ, очень благодарен, что они быстро откликнулись. Это дело, поехали, там рискованно. Да. Он мог и всех убить. Убить мог, да. Только сажать. И все вместе будем, чтобы он по закону был наказан. Наказан. Но будьте людьми, в конце концов. Моя задача была, что вот так сказать, что, ребята, вы пострадали, его слезы идет. Ну вылечите его. Как брат, не надо ссориться, не надо биться друг друга. Кто сбил там, что ты не творил. Да, это ошибки. Но я вас попрошу, вот сейчас вот дядька, вы с ним постоянно будете в контакте. Вылечите мальчика. Вот этого ребенка ведите в больницу, лечите его. Если не примет, я помогу этому. Лечите его, то, что пули в состоянии получил благодаря, что он приехал сюда. У него 3 детей же. Посмотри, как он в камере плачет. Любому человеку жалко, хочешь все из кармана вытащить, деньги ему отдать на лечение. А в это время он спит, посредник торчит, вот. А другие занимаются этим делом. Ему тоже уроком будет на будущее. همین وقتی برادر خیر همچون برادر این خیش نیست همش اینا خیر همش هم خیش نیست چقدر هم برادر زدگی هست من این شوگید بچه ها هستن یک تا در زدم یک تا زدم دیومجده قپیدن ولی چی زدم رئیس ولی اون که شو ساعت یکی شو خونی من اومدم میگم شده همین قگاب گاز زدن که یا میبیاری آدمای یا میبیاری کارو میکنی تو میکنی کرولا کردم خیلی کرولا کرده بودم گفتم میبیام اکا وقتی که مردکای من زنگ زدم اینا گفتن ها ما بخوری میکنیم گریختن من زدم این مردکا اینا بایش بسیار مراجعت کرد این بچه اومد وقتی جا من گفتم اکا بیار نبرم میکشم ما میدونستم ارمیان 2 کیرپیچ زد رفت دست ارمیان از شکست من گفتم میکشم گفت که کشتم میبیرم در این پسیلکم میپرتم اما کی تو باید گردیات که او باید را تربیت کنند که دادر عزیز همه کار عیب تبارو چی که 2 سه کودک بردن در گراوون گرفتن محکم کردن من با تلفن تو باید بردی سپردگی با گپ خوب مشوره سپردگی و گپ خوب تا که میگم شرمندگی است که نه بچه نمی خیش داره تبار داره که نمی شرمندگی نشود در بین دنیا توجیه میگیره میپرنا الا برای واش خنیست بیدیشم هم کاری خدا نشون میده گران الله بگین همین دل اوده می صایدو میسا سلام Формуана миай. То е нарушение калаги мегум. Чи нарушение калаги мегум? Май на суто мина номер телефони суто. нарушение ами ки ман да занг заде шуд. Но мой гуё ки ак шумо да занг задаем барои анами як бора чап гирифтан. ва да ҳами се рӯз бидед онҷа се шабон рӯз кадом сеюм рӯз пас ягон чи овардан боши шумо баъд овардан кам тарак як авқот чи овардан амра хурдем мафтум ки хе ман мебарам гишнягида гуи чи намешава гу ана михел мести ана михел тоқат мекунӣ иҷа ресторан нест айтада мега ту дибили мега ти дураки чи ту мега чи хеле ки мефурамун амихела гу иҷа адилен иҷа чи ай ана михел қатимо гап мезанам я чи шо меги мегум хай як телефон абите телефон кунам авқотум бира ягон кас наметун мега яъне баъди сеюм рӯз шуморо ҷавоб баъди сеюм рӯз гу ки подпис мекунӣ ҷавоб мега агар накунӣ бо ҳам хел гишна мемонӣ мемри дига чи хел мекунӣ ана михел мемонӣ ҷавоб наметем ки буд ҳамон нафаре ки шуморо дежурни част ки буд майор ана номаш ҳам камтар ёдум рафт як майор буд майор полисия ҳамон гамезе ки гуфт гамез александр александрович ям хел гамез александрович бале яъне шуморо фақат ин азобҳоро таҳмил додам фақат ба хотире ки шумо манда занг задӣ ва ман онода занг задам бале бале хоб ташаккури зиёд муроҷиати ман ба раис ҷумҳур раҳмон асосгузори сулҳу ваҳдат ва пешвои миллати тоҷик
شما از نقل این فرزند تاجیک شهروند تاجیکستان چه خلاصه برآوردید من نمیدونم، ولی باور کنید وقتی که صدها نفر در روز زنگ میزنند و از یک چنین احوال خبر میدهند، باور کنید آدم جگر پرا پرا میگردد. با امر تقدیر 25 سال است که شما رهبر کشور هستید. برای خدا برای یک هفته رستم امام علی یعنی فرزند خود را این کشور بفرستید تا برای یک هفته در این کشور باشد تا عذاب و عقوبت این نان آوران خانه را برده به شما نقل کند و شاید که شما یک قرار قبول کنید. و گذشته از این معلوم است که اقتصاد کشور، پیشبرد این کشور، پیشروی کشور همش در گردن این فرزندای مهاجر کشور است که زیاده از 2 میلیون در کشور فعالیت میکنند. ولی شما خودتون خوب درک کردید که مناسبت مقامات روسیه نسبت شهروندای ما چگونه است. باور کنید من گمان میکنم که شاید هیتلر در زمان جنگ مناسبتش نسبت دشمنان، نسبت یهودا و اون هولوکاستی که بود بهتر از آن بود که امروز یک فرزند تاجیک 3 شبانه روز بدون آب و دان در حبس محکم میکنند فقط به خاطری که در کاغذ امضا ماند که گویا اینکه عیبدار است، گناهکار است. اون شب بسیار در یاد دارم وقتی که ما به پلیس خانه زنگ میزنیم من خودم را همچون کنسول معرفی میکنم، چون که غیر از این اونا صحبت نمیکنن. باور کنید وقتی من خودم را کنسول گفتم یک مناسبتی درشت و دغلی مایور پلیس گامیزا الکساندر رو حس کردم که اون با تمام لفظهای قبیح ما را دشنام داد فقط به خاطری که ما کنسول گفتیم. یعنی معلوم میشود که اینجا نه سفارت، نه سفیر، نه کنسول هیچ قدر و قیمتی ندارن. و ببینید نگاه کنید، یعنی این دستور که میبینید همین دستور است که اقتصاد کشور ما و شما تأمین شده ایستاده است. اگر این دستور نباشد خدا میداند که احوال کشور ما چی میشود. خب مراجعت من به سفیر جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه آقای امام‌الدین ستارov و کنسول جمهوری تاجیکستان در روسیه محترم اشرف گلوف ببینید احوال مردم چگونه است. یک بار به خود ببینید. غیر از کاغذ فروشی که 2 میلیون شهروند کشور ما در اینجا خوار و زار حیران است، باز دیگر کارهای هست. من از شما خواهش میکنم آقای اشرف گلوف وقتی شبانه با همسرتون در جاگه گرم خواب میروید یک بار فکر کنید که فرزندای ملت تاجیک که انا همون گرمی خانواده شما Имеете право раздавать вот решение суда. Вы кто? Вы сотрудник полиции или судья? Скажите, пожалуйста. А вы кто? Я правозащитник. Хорошо. Да, журналист. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы раздаете в коридоре суда решение суда? Скажите, пожалуйста, почему судья не раздает? Не считает права, то, что они там депортированы, выдворены, оштрафованы. Вот как понять, да? Вот за сколько минут вас, подождите, за сколько минут вас тут судили? Сколько вас было? 5 минут. 5 минут? Сколько человек вас? 15 человек? 20 человек за 5 минут, да? Считаете нормальным? 22 человека за 5 минут? Очень интересно получается у нас. Судебный у нас очень прикольный. Мои эксперты тоже они потеряли, они были настоящие. Ну и что вы это обжаловать можете? Мне интересно за 5 минут решение давать. Мне очень интересно. Значит, не мы решение выносим. А не подождите, за 5 минут? 22 человека? Вы на каком основании даете решение? Скажите, пожалуйста. Вы мне скажите, пожалуйста, решение. Это копия. Да какая разница копия? Им читали, что вот вы гражданин, вы выдворены. Вам читали, суд зачитал вам право, что вы выдворены на 5 лет там со штрафом? Вам читали это, говорили? Судья сказал, кому из вам сказал? Вы судью видели после этого? Он говорил, что они выдворены и штраф? Да, и штраф. Судья им зачитала в зале? Судью вы видели после того, что как она зашла к себе в кабинет? Больше не вышло. Что вы? Вам верить двоим или вот 22 человекам? Скажите, пожалуйста. А что вы на меня так смотрите? Не нравится что-то?
Не, что красавчик? Не, ну это правильно разве в коридоре давать? В коридоре прикольно, да, в коридоре давать? Не знаю, зачем в коридоре стоит. Не, а в коридоре раздавать решение суда прикольно? Вы считаете правильно эти? Не знаю ничего вообще. Ну, если не знаете ничего, тогда. Мне просто интересно, как решение суда дают в коридоре. Это правовой демократический светская страна называется, по имени Россия. Да. Да, интересно мне очень знать. О каком правовом государстве можно говорить, когда решение суда дают в коридоре? Штраф 5000 даем, давайте. Штраф 5000 и выдворение автоматически на 5 лет. Да. 5000 штраф, нужно 30 суток мы выходить отсюда. И мне интересно, как они решение суда дают вот именно здесь. Очень прикольно. Всем раздали? Нет, все. Я кому-то еще. Знаешь, судья сказал, переводчика потребуйте и адвоката в городском суде, да? Только не здесь. А как судью звали? А где? Они же... А почему здесь не предоставили им адвоката и переводчика? Скажите, пожалуйста. Как отказались? Кто из них? Кого? У вас спросил судья? Переводчик, там, адвокат? Он спрашивал, ходатайство... Я не знаю. Спрашивал вы услугу... Предложения, заявления у вас есть какие-то? Ага, вы думаете, они русский язык знают и поняли, что, о чем она сказала или он? Вы считаете правильно? Я понимаю, что слово «да», а что-то... А вы отличаете, что простой русский язык отличается от юридического русского языка? Вы согласны со мной? Юридический термин — это совсем другое. Я вас спрашиваю прямой вопрос. Да? Ходатайство, да. Ходатайство. Кто знает, что такое ходатайство? Давай возьмем с этого. Вы знаете, что такое ходатайство? Вы правозащитник? Да, я правозащитник. Видите, вы, значит, да? Я знаю. Понимаю, что вы правозащитник. Да, я знаю, что Теперь такое еще раз ходатайство. говорю, например, я не знаю, вы являетесь судьей этого суда? Нет, я не судья. Я понимаю, поэтому, когда вопрос задается, если человек отвечает «да», наверное... Нет, подождите, кто из них знает, что такое ходатайство? Вот слово ходатайство они первый раз слышали. Все слово «да». А что да, нет, что он может сказать? Что сказать? Спрашивали, вы спрашивали, нуждаются они в услугах адвоката или переводчика? Вот смотрите, вы в суде, вы говорите, что они уже, хорошо, мы в суде находимся, но вы говорите, что подписали в отделении полиции. В отделении полиции их спрашивали, что они нуждаются или нет? Извините меня, в отделе полиции дело не то, что там спрашивали, их даже были еще здесь спрашивали. Здесь должны были спрашивать. Адвокаты? Переводчики? Кто видел? У вас был переводчик? Вы видели адвоката-переводчика в суде? Кто-нибудь видел? Когда составлялся материал, видимо, у них спрашивали. Кого спрашивали в услугах адвокатов нуждаются или переводчиков? Вас не... و تمام دغدغه های شما از روی اینا هست در زندان خنک، در خانه خنک، در خانه سرد، در همین احوال است. یک بار به خود بیایید. حتما شما فرزند آدمید و حتما ناموسی هم دارید. التماس حداقل در روز، در شبانه روز 2 ساعت خود را برای خدمت ملت و فرزندای تاجیک صرف کنید. برای 2 تا خلبانشون طرف روسیه، جانب روسیه قریب بود که بعضی حربیشان برای نابود کردن حکومت تاجیکستان بفرستند. برای 2 تا خلبان که حتی شرمنده روسیه را نداشتند. امروز هزارها نفر فرزند تاجیک در زندان ها بستند. در زندان ها بدون گناه، بدون کدام گناه دستگیر شدند. و اونا را مثل فاشیسم باور کنید بهتر از اینا بود. میبرند زندان میکنند که شما باید این کاغذ دست بگیرید. ما زنگ زدیم، صحبت کردیم، باور کنید با مناسبت دغل پلیسای روس روبرو شدیم. بنابر همین کمتر به خود آیید. ببینید احوال مردم، کمتر کار کنید. التماس من از شما همین است. Сандов, кто Сандов? Ты Сандов, да? Вот вы находитесь здесь, да? Кто у вас здесь хозяин дома? Володя? Володя. Володя, как его зовут? Фамилия как его? Фамилия не знаю. Что он с тобой сделал? Он стрелял. Покажи, где стрелял. А за что он стрелял? Он сказал, все, будете бесплатно работать здесь. Бесплатно работать будете, да? Все будете делать. Стяжковый, шпаклевку вот сделали. Все сделали бесплатно. Он говорит, еще 47 тысяч вернете,
И потом я вас отпускаю, паспорта взял. Ты сколько работаешь уже здесь? Уже 22-й день. 22-й день? А за что он выстрелил? За то, что ты хотел убежать, да? Да. Паспорт взяли, украли, убежали, и мне посредник принес сюда. А вот товарищи, они тоже в таком же положении? Да. Как вы попали в рабство? Как так получилось? Я не знаю. Этот посредник принес нас сюда. Он знал, что такое здесь случится. Вот. Посредник кто? Как его зовут? Рухула, он тоже таджик. То есть вам обещали работу? Да. Привезли Обещали, сюда? привезли, вот, сделали. Ничего не получили. Вот пуля получили. Я сказал, да, больница, это надо оперировать. А пуля там так и осталась? Нет. Это травматический? Травматический. Да, он сначала голову поставил, потом сюда и сказал, ухо отрежи, если не будешь все делать. Как тебя зовут? Махмуд. Махмуд, показывай, где ты живешь, где что. Пойдем. Вас сколько ты человек? Раньше было 4, потом они ушли. Один ушел, не понравилось, ушел. Потом нас такой... А ты тоже с Махмудом также попал, да? Да. Они сначала приехали сюда, потом мне звонили, набирали и сказали, что я буду такой работать. Здравствуйте, они не дают, возьмете или не дадут, и возьмем. Что вы мне все сделали? У нас каждому по 3-4 детей. Что он говорит, мы кормим уже, кормить бесплатно. Как кто будет работать здесь? Вас не разрешают на улицу выйти? Нет. Вообще? Паспорт У нас взяли. нет документов, что вы вышли на улицу. У меня 25-го должен был я платить, патент он забрал, нет, не платили уже, вот все. Придется домой, если они депортируют. А бинт можете снимать, показать нам как? Двадцать второй день уже мучаюсь я. Махмуд, что это за человек? Ты его знаешь? Да, он здесь, он мне сказал, что хозяин сказал, что вот он обещал бетон заливать. Он сказал, да, он обещал. Ну, не обижал тебя? Он не обижал. Не обижал? Не знал, что ты в рабстве находишься? Он знал, все знал. Ну, вот говорят, знали вы все. Спрашивали? Если они не понимали в этот момент, их спрашивали, нужен ли вам переводчик, если они говорили... Вы да твердите или нет. один человек, что не нужен, а тут мне твердят говорю, что 22 нужен. человека, что есть. А у них Вот спрашивали, скажите, например, пожалуйста, назвали. вот объясните, пожалуйста. Да, что вы хотите? На это Здрасте. подписали. Очень здрасте. 5000 штраф. Да, сейчас теперь. Снеди. Аз корики روزی 13 октябрь نسبتی تو شده گذشت لطفاً نقل کن که چی گپ شد چی کار شد اون روز روزی 13 در پیش انا خونمون زندگی میکردم مغازه رفتم اومم که ماشین ملیسا هم خیمان کردم بعد پرسید بعد دوجاتو را ایشون دادم انا گفتم که من خیلی روزی 18 октябрь من سود دارم من номери городской суд هسته هم مرا تلفن کردگی بودن که همی ربیاده شما سود داریم اما کس گفتم ملیسا یکی بقاپا مرا یکون کسی دیگه من چی جواب میگم که شما مو زنگ بزنید ما میفهمونیم شما را جواب میتن شما را خیلی حق ندارم که برام مثل ادلینی و یکون جو چی کنیم مراجعت کنیم با ما اما گرفتن مرا ادلینی بودن ما گفتم که نه قواعد سود نه نمبر تلفن گفتم که بگی خیلی جواب تیمارم میگه که نه نمیشود تو باید میرفتی کدوم ادلینی بود ادلینی اویده تیوپلیستان اویده تیوپلیستان بود تیوپلیستان قریبیش چی مترو تراپاریووا مترو تراپاریووا قریبیش بود بعد بردم بعد انا وقتی که ادلینی در رسیدم بعد من تلفن کردم شما دا انا شما گفتم که هم خیلی جو واردگیان مورم بعد شما وقتی تلفن کردین او خیلی کسی میگه دو زیست سنیمای تاری
Матра джамешнон мат наме бруйтра спецприема мебарам ту баи чикадаги ту марай хели гапои чизади تو برای فقط برای که من زنگ زدی شما درست است؟ барои ами мара чикадан начальникуш омадан гуфтан ки туи хели гапи чизадай мотра чӣ мекунем маҳкам мекунем چی گپ زدن مثلا؟ ҳатто консул телефон кардаи мурай хели гапои чизагиян мотра маҳкамат мекунем мафтум ягон гапи чӣ назадам ман мафтум телефон кардам ки мана ёрдам кунам гуфтум ман хел бояд суд дорам гуфтум ина чӣ коғазош ҳастай хел я мара нафаҳмидам кама ба дар кардан гирифтам камера хунук дадро овардам гуфтум ки ман хунук мехӯрам иҷа хунукай не ту ҳамиҷа меисти хел бира биёд ҳами коридор гарм мешай издеваться кардан мотра ҷавоб наметем ту ҳами хел бояд чӣ кунӣ فقط برای که کنسول زنگ زدی барои ки консул یعنی من ده бале баъд дар кушам мезанем хеле чӣ мекунем издиваҷ хеле мефора мекунем каздам чӣ мекунӣ бира гап зан курткама наметан баъд 1-2 соат 3 соат гузашт гуфт ки гуфтум ягон авқот ягон чиз наметем бихӯрем гуфт нея баъд омад бо чанд соат дига гузашт гуфт ки ҷа подпис мекунӣ баъд авқотат метем ман гуфтум ки ман намекунам подпис ман чӣ ба подпис мекунам гуфтум ки шумо нисбати ма ягон гапи чӣ боша бо айсар ягон чӣ дигара дар чӣ ман бинависем гуфтум ман намекунам подпис баъд намекунӣ гуфт хай наметем тавқот хеле як рӯз гузашт баъд бо смена дига шид یعنی خوراک به عوض подпис ба ивази подпис бале баъд бо смена дига шид гуфтум ки хай намеёрем ман ягон чиз бихӯрам яде ту чӣ дод мезанӣ чӣ дара мезанӣ ту дебили ту иҷа ресторане туда иҷа батра чия кай кишида баъд меёрам ба як зӯрӣ чӣ мекунӣ ман наметавонам до пурам кай кишид баъд меёрам соати 3-4 мешавад баъд камтарак ҳама овқотам меёранад як пичини дига сухарик бурдем хеле издеваться мекунам ҳам хеле чӣ мекунам ки ҳаҷонат безор мешавам камерани чияни мегӯям бикшанам айда восунай меҳолая мегӯям чияй мегӯм хай телефон мабита як зан бизанам як кас мал авқота як чиз биёра не наметавонам мега мои хеле мумкин нестай кошам мезанемд мекишемд мега ти ичка снести ти ичка ман айпишти гап намезанам ти ич каси барои мура чӣ хеле бифорамон мекунем дигар чишон мегӯи я гап зада намешава бора Не знали, что в рабстве? Я сказал, это надо зашивать. Они сказали, машина нет. У него 7-8 машина. У него 7-8 машин? Да. Хорошее дело или нет? Что, обычно рано. Я не знаю, если ранее ни разу не видел. Ну причем тут рано не рано, человек в рабстве, его он без паспорта забирает и не дает людям никуда уходить. Да откуда я знаю, где какие паспорта? Паспорта вы не знаете, да? Он знает, все знает. Люди находятся в рабстве. Все знает. И это Володя ответит за это перед законом. Знал он все, да? Да, все знал он. Ну как так? Ну человек говорит, знали вы все. Все знали. Да скорее всего он прораб его. Скорее всего он его прораб. Я не прораб. А вот эти вот люди? Вместе не... Скажите, знал он то, что вы в рабстве находитесь? Да, знал. Да в каком рабстве, откуда я ничего не знаю? Кто принес нас, все знал он. Все знал. Ну сейчас у вас есть телефон, Володя? Вызовите сюда его, пожалуйста. Да, давайте. Будьте добры. Хорошо? Антон. Валь, ты тут снимай. بچه که شما رو آوردگه بچه توجیک آوردگه شما کجا میشین توجیکستان اما بچه توجیک زده آوردگه شما بچه سبب باید گرفتین ما پاسپورتمون گرفت پاسپورتی ما گرفتم گرفتم شما در اینجا چی محکوم نشید که گرفتین اینجا غمتون رو چی ما فریب کار پولمون نداد آخه اوار کار فرمان فریب کرد پولتون نداد شما گرفتین با رفتن قبیدن گرفتن آوردن خیلی کرد سرمون گفت گوشتمه برون همین بچه توجیک رفت شما رو قبیده آورد همین توجیک رفت قبیده آورد این توجیک آیجوتون است آیجومون جوشون انیق مدونی آی توجیکستان آیجوش
Сигнал о удержании людей в рабстве. Снимать тут не надо, тут никакого рабства нет, вы же видите. Правильно? Ну, у людей забрали паспорта. Нет, я не мой. Их обратно привез, да, и во избежание несчастных случаев просто-напросто. В ногу вы прострелили. Никому никто не стрелял. Вот там вот такая дырка в ноге. Ну и что? Кто стрелял? Да ты что, ты сейчас, ну снимать не надо. Я Чего? вот Чего стрелял? вот так Чего не надо. Пистолетом сначала в голову поставили Ты что, здесь, Артема? потом ногу стрелял, сказал, все бесплатно. Ну а зачем врать-то? Я объясняю. Стрелял в ногу извини. зачем? Да никто ему не стрелял, он может Стреляли, где-то здесь зачем? поранился. Здесь Это он сейчас, правда, я говорю, сейчас я наговорю что угодно, да. Вы Я вот говорю, так он заряжал, нет Кто? еще 5 Кто? свидетелей. Пускай Вы придут, сами. скажут. Вот я был. Да ну Он это... выстрелил, да? Он выстрелил, да? Я говорю, Паспорта-то вернут вообще людям? я не верну паспорта. Как это? Я... Вы, находясь в длительное время, 25 июня, были заложники. Вас отправил туда гражданин Таджикистана, поскольку мне известно, я с вами разговаривал. И в результате, который, значит, сегодня вы, один из вас уже получил, благодаря вот этой даже пуле, вот, сюда на наше получил огнестрельное ранение. Вот в таких случаях, нормальный себе уважающий человек не домой едет на родину, а добьется своих прав. На родине там кушать нечего. На родине там вас никто не ждет. Потому что вас с родины привезли сюда, ваш таджик, который со мной, который таджик, и в данный момент он даже в телефоне свой не берет. Поэтому готовьтесь к тому, что мы все вместе пойдем к прокурору, заставим прокурора, чтобы человек, который принимал оружие, он будет сидеть в тюрьме. А кто вас будет лечить? Мама ваша будет лечить? Мама должна все лечить, да? А он не будет лечить. А он что, бандит разве? Он бандит был? Он говорит, я бандит, да он русский сам, Вова? Да, Или он украинец, с Западной Украины приехал. В России тоже диктует свои права, диктаторские свои. Скорее всего, он украинец западный. Он не русский. Русский человек это добрый человек. Он не таджик. Поэтому мы все вместе будем решать то, что необходимо сегодня. Будем сейчас говорить с вами. Сайт центральный у нас работает, газета работает, руководство Таджикистана в курсе. Начальник ГУВД уже в курсе. Прокурор будет в курсе. Мы будем вас помогать. Потому что если вы начинаете идти в тень, то следующий будет, да, остальные также таджики. И плохо закончится. Так нельзя оставить. Поэтому вам нужно быть мужество.